Несмотря на то, что ситуацию в энергетике немного удалось стабилизировать, положение дел в энергосистеме республики все же остается чрезвычайно тяжелым. С осени прошлого года руководству Черноморэнерго приходилось принимать непростые решения. Это и введение графика отключения, и ограничение подачи электроэнергии из-за возрастания нагрузок на электросети. Это были единственно верные решения. За это можно отметить наш инженерный состав, который своевременно говорил о тех угрозах, которые нас ждут в случае, если мы не примем очень непопулярных мер. Но, к сожалению, весна для нас еще не наступила. То, что, несмотря на принятые меры, статистика потребляемой электроэнергии пока не удовлетворительна, отметила и вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. У нас, значит, показатель потребления варьируется в пределах 2 миллионов киловатт-часов. Пока, к сожалению, значит, этот показатель еще очень существенный, и он нам создает определенного рода проблемы, связанные с тем, что такие нагрузки система не выдерживает. Представители всех районных филиалов Черноморэнерго проинформировали об объемах потребления электроэнергии за последнее время. Первым отчитался директор Гулрыбского филиала РУП Черноморэнерго Зураб Ханагуа, который сообщил, что в начале 2021 года нагрузки составляли 46 мегаватт. К марту их удалось снизить до 33. За этот месяц в сетях произошли 3 аварии. Начальник отдела «Энергосбыт» Галского района Дмитрий Бадич отметил, что благодаря проделанной работе по борьбе с нелегальными потребителями электроэнергии ситуация в районе улучшилась. Мы за эту неделю успели 5 деревень охватить. В деревнях 132 абонента мы выявили с 3 фазами, 31 из них отключен. Акты за подписью абонентов прилагаются. Майнингом занимались кто-нибудь? Последняя база была отключена в январе сотрудниками МВД. В Кварчалском районе выявлено 90 абонентов, незаконно подключенных к трехфазной линии. 47 из них уже отключены. Министр экономики Кристина Озган отметила, что в Кварчалском районе потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом повысилось на 80%. Это говорит о росте числа незаконных потребителей. При этом Михаил Логуа подчеркнул, что несмотря на все сложности, Гулрыбский, Ткварчалский и Галский районы придерживаются объема возможных нагрузок. Мы сейчас готовим предложение, потому чтобы и в летние месяцы определить максимальные нормы потребления, вот по опыту работы с ткварчальцами, по всей Абхазии. Вы должны для себя задачи 2 ставить. Первое, вы снижаете потребление до уровня предельных нагрузок, тогда задача решается по снижению аварийности. Вторая часть задачи – это снижение потребления уже на эффективность, потому что, соответственно, снижение объема потребления дает нам другие результаты. Поэтому в этом смысле вы должны нацелены быть на 2 задачи сразу. В Очамчирском районе отключили 32 абонента, незаконно подключенных к трехфазной линии. В 7 домах найдены аппараты по добыче криптовалюты. Вот с нашего последнего совещания мы обнаружили 5 новых объектов по майнерам. И из них в селе Шишелет одно повторное отключение с изъятием трансформатора. Вчера вот буквально работа была проведена. Всего у нас по району идет 5956 абонентов, из них льготников 1706. По этому направлению мы не работали, но очень много льготников, да, и вот мы как бы пока до них... Говоря об абонентах-льготников, Кристина Озган пояснила, что необходимо уточнить, используются ли предоставленные льготы по целевому назначению. Вице-премьер поручила провести работу в этом направлении. В Сухумском районе отключили 12 нелегальных потребителей электроэнергии. Повторно обесточили 5 майнинг-ферм. В Сухуме 31 тысяча абонентов, из них более 3000 льготников. За неделю специалисты проверили 15 улиц, 90 трехфазных линий. Из них только у 25 были технические условия. Остальные подключались незаконно. Выявлено 4 криптофермы. С февраля по городу Сухум отключили 94 майнинг-фермы. Глава СУЭС Тимур Джинджолия сообщил, что в столице очень много аварий в электросетях. За прошедшую неделю было 2 возгорания на 2 подстанциях. Возгорания были серьезные. Выгорели все отходящие кабели по 0,4. Это ТП-70 в районе Колоса и это ТП-33 по улице Соловьева. Значит, сбыт, естественно, после этого случая там сделал ревизию всех абонентов. Были выявлены там и трехфазники незаконно подключенные. Соответствующие акты они составили по одной и по второй улице. Рост нагрузок у нас очень существенный.
Даже те линии, которые мы в свое время закладывали с учетом какого-то развития перспективы, на сегодняшний день они у нас работают в недопустимом перегрузе. В Гудаутском районе выявлено 54 незаконных подключений к трехфазным линиям. Из них 14 майнинг-фермы. Превышение потребления электроэнергии в районе составляет 8 мегаватт. За последнее время там произошло 10 крупных аварий. Благодаря усилиям Черноморэнерго мы заменили 8 трансформаторов, вот именно за последний период, из которых 4 просто выгорело. В Гагарском районе за первый квартал 2021 года было принято 840 заявок по авариям. При поддержке Черноморэнерго заменены 11 трансформаторов. Правительство приступает к полномасштабному, не то чтобы изучению, а уже подготовке предложений по выводу ситуации из кризисной. И в этом смысле нам с вами нужно будет акцентировать свое внимание и время на нескольких направлениях и участках сразу. Эта работа должна проводиться вне зависимости от того, какой объем задач перед вами сейчас правительство будет ставить. Второй момент, хотела бы, чтобы Энергосбыт приступил к подготовке актуальной информации по всем категориям потребителей, по каждому району, по каждой категории с выделением отдельно льготников. Мы с вами начнем масштабную инвентаризацию всей системы энергопотребления Республики Абхазия для того, чтобы иметь актуальную базу, чтобы мы с вами себе не рисовали цифры, а потом за эти цифры, соответственно, отвечали. Повторное отчетное совещание с руководителями районных отделений Черноморэнерго состоится через 2 недели. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.